Добрый вечер. Салям алейкум. На телеканале АТР Мазмазлар. Теперь мы не по пятницам, а по средам. И ее ведущие Наджи Фими и Осман Башаев. А наш сегодняшний гость – депутат Верховной Рады Крыма Линтун Романович Безасиев. Хош келдиңиз. Хош келдиңиз. Ну, Романович, какая следующая политическая сила или партия, с которой вы сблизитесь? У меня не так было много политических партий в жизни. И я сегодня не член партии, я был только всю жизнь членом Коммунистической партии Советского Союза. Если это вас интересует, я скажу, как стал членом 25 лет Коммунистической партии. Нет, меня больше интересует, что вы после коммунистов сближались с Бютом, да, были депутатом Горсовета Ялтинского, Бют, это другая не был депутатом, хотя был избран. Дело в том, что у меня было 3 сложные операции этот период. Очень сложные. Я 2 года ходил на костылях, и потом еще 2 операции. Так что я оклемался так где-то вот года 1,5 тому назад. Сегодня вы в добром здравии, но все-таки что это значит, вот Бют, потом партия регионов? И были с коммунистами, вот все-таки, что заставляло так метаться? Я никогда, еще раз говорю, не метался. Значит, я 67-го года член Компартии, потому что как главный инженер управления я докладывал на объекте пятилетки в городе Самарканде отраслевому сектору ЦК Анисимкину Ивану Георгиевичу. И на следующий день меня вызвали в горком партии и сказали: вам надо вступать в Компартию. Я говорю, у меня еще не вышел комсомольский возраст, потому что, кто знает, 28 лет. А начальник, полковник в отставке, был исключен из партии, потому что женился на другой женщине. Линтун Романович. Да, и с тех пор я до 2005 года был членом Коммунистической партии. И я выполнял там не идеологическую работу, я всю жизнь был хозяйственным работником. Хорошо. Почему вы распрощались с коммунистами? Это уже мой внутренний вопрос. Прежде всего в том, что, на мой взгляд, Коммунистическая партия Украины, будучи в оппозиции, не принимала участие, будем говорить, в работе Кабинета министров и не выставляла своих членов на министерские должности, на комитетские должности государства, Украины. Почему? Потому что в 1999 году Компартия Украины имела 120, а может быть даже 130 голосов. То есть они могли добрую треть портфелей Кабинета министров взять себе. Но Подождите. Вы распрощались в 2005-м, да? Коммунистическая партия Украины Сейчас скажу. Почему? Сейчас, секунду. На сотрудничество шла Сейчас, дорогой, скажу. Я настаивал при встречах даже с Петром Симоненко. Ведь мы в 1998 году, коммунисты пришли, когда, во власть, из 30 членов Совмина 7 коммунистов только работало в правительстве. Но мы были той закваской, которая определяли политику созидательной работы Совета министров. Поэтому я всегда говорил, нельзя быть только в идеологической оппозиции, но и самим надо доказывать. Кончилось дело в том, что со 120 или со 130 дошла до 60 человек Компартии, то есть она стала убывать. Народ стал терять веру. И много еще вот таких вопросов, что ротации не проходило окружение Петра Симоненко. То есть они... Значит, идеология тогда вообще не имела никакого значения? Идеология не играла. Для меня очень было важно вопросы созидания в экономике, прежде всего, Украины. Я никогда не был идеологическим работником. Серьезно? То есть вы были всегда хозяйственником? Я был всю жизнь хозяйственником. 16 лет я на производстве. А это не ваши слова о том, что если человек после 50 лет мечется по политическим силам, как вы называли это, обоеполым такого человека? Нет, у меня нет такого. У меня обоеполость по другому вопросу. Это когда производится работа, затрачивается время, материальные ресурсы, а результат 0.
Я это назвал синдромом производственного анонизма, понимаете? Вот, то есть результат нужен в любой работе, особенно обоеполостью хозяйственной. что вы называли? Я обоеполость назвал тогда, когда человек, чиновник прежде всего, беспозвоночник. Позвонка нет, вихляет задом туда и сюда. Вообще я разделяю чиновников на 3 категории. Это нафлюгеров, которые сегодня крутятся в одну сторону, завтра в другую. И, не дай бог, он пописывает против ветра. Беспозвоночный, я сказал, и пресмыкающий чиновник, который всегда в согбенном положении. К сожалению, сегодня власть очень обожает такую породу чиновников. Чиновник виляет, как вы сказали, одним Вихляет, местом, даже вихляет задом, Вот. потому что он беспозвоночный. Вы отбито баллотируетесь в 2006 году, когда убьют в фаворе. В 2010 году вы баллотируетесь от регионов, когда уже президент Янукович. Это что тогда? Значит, я еще раз вам говорю, в 2006 году, во-первых, Бьют не было в фаворе, они шли в ноздрю с партией регионов. Она не была в фаворе. Ну, президентом был при этом и Пригласил Ющенко, меня, Ющенко, пригласил меня Андрей Веленович. Сенченко, да. Давайте на эту тему поговорим. Значит, потом, когда избрали ялтинским депутатом, я до этого еще выехал на операцию. 3,5 часа, я же говорю, мне ногу и все. После этого я был на костылях и было не до Почему вы этого. расстались с ними? С Батькивщиной почему расстались? Батькивщины, ну, это уже мои личные мотивы, которые я оставляю в себе. Вот, нет, Для про личные того, мотивы что- с коммунистами же вы сказали, потому что они Да. ушли в оппозицию, не здесь- стали во власти доказывать свою здесь я, хозяйственную значит, необходимость, да? А вот У нас много было разговоров с Андреем Веленовичем, нормально, толерантные со всеми этими делами. Я сказал, что я не понимаю сегодня, значит, отсутствие вертикали власти, когда лебедь, рак да щука, я имею в виду в лице президентской, кабминовской и Верховной Радовской власти, работает не на созидание, а каждый на себя. Я говорю, я такое не воспринимаю, я все-таки хозяйственник. То есть партия регионов для вас стала вот как раз той партией, Теперь, где хозяйственники. Так получается? Сейчас скажу. Значит, партия регионов, я, во-первых, не по спискам прошел, а прошел по мажоритарному мажоритарному списку. округу. И я знал, на что иду. В этом списке со мной шли 11 человек, в том числе бывший председатель района центрального, то есть люди очень такого известного славяне. Но 50-тысячный округ в лице 10 тысяч крымских татар и 40 тысяч славян предпочел меня. Я с большим отрывом их всех обыграл на мажоритарном округе. Вопрос. Они меня знали по прежней работе зампреда Совета министров Крыма. И мне верят, и сегодня верят мои избиратели. Я поверил, дело в том, что Янукович, как президент страны, восстановил вертикаль власти. А сегодня, да и вообще, даже в цивилизованное время, не во время даже хаоса, нужна твердая власть. Я в этом уверен. Твердая власть, которого слушает все, значит, власти. Вот то, что вы говорите, это можно просто в камне высекать, да, истина Да. за истиной. Но, тем не менее, не очень понятно. Вот, простите за сравнение, но остается такое впечатление, что вот сказка о Колобке. Я от того ушел, я от того ушел. Я не уходил. Есть Но от гораздо... регионов же тоже ушли. Ушли. Я Ну от вот регионов я не ушел. Вы напрасно. И вообще непонятно, откуда у вас такое мнение. Значит, я написал заявление официальное, когда, значит, все мои выступления на фракции партии регионов, 80 человек, и в том числе на сессии, которые, к сожалению, не всегда освещаются, значит, есть такие социальные договора. Были подписаны на моем участке около 10 тысяч социальных договоров. Это по желанию избирателей, в том числе около 450 социальных договоров от 2 микрорайонов, от мечети и фонтаны. Когда увлеклись строительством и асфальтированием проспектов, улиц и всеми прочими делами, Ваш округ забыли, да? нет, дело не в этом. Значит, я настаивал, что если мы хотим,
чтобы избиратели за нас голосовали в 2012 году, надо заниматься улучшением среды обитания. Ведь вы же не выслушиваете меня. Вы послушайте, если вы почитали... динамику, Леонид Иванович. Если сейчас вы динамику... попросили Константина исключить вас из фракции. Да. Но я не исключили. мотивировал тем, что людям надо, прежде всего, вот в этих бетонных коробках, 5- и 9-этажных, чтобы кровля не текла, работали лифты, были восстановлены тротуары, были детские площадки, чтобы школы, значит, которые были по плану киотскому, чтобы заменили оконные переплеты и так далее. Ничего этого, к сожалению, не делались. В знак Поэтому протеста вы ушли. Я в знак, в том числе, в 2011 году было выделено всего 23 миллиона гривен на обустройство депортированных на 300 тысяч человек. Что это такое 23 миллиона? Это всего ни с чего. Но когда Поэтому я когда вы написал... были с регионами, было 25, тоже ничем. Сегодня 25 миллионов. Дальше. Я хотел бы сказать, если вы мне зададите вопрос, почему сегодня такая ситуация. Поэтому я никогда не был флюгером и написал четко, в связи с тем-то, 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 если вы читали мои заявления, Да, читал. я прошу вас исключить, значит, меня из этого, из фракции, я не из партии, из фракции, так, я выхожу из Национального совета, который уже год с лишним не работает, потому что нет никакой эффективности. Указ президента был подписан 26 августа, и я не мог себе позволить, чтобы я был, знаете, обоеполым в данном случае. Я всегда выражаю мысль откровенно. После этого состоялись ряд переговоров, потому что я понимаю, что... С какими-то другими политическими силами? Нет, Нет, с внутри руководством, внутри региона. С Константином, который меня давно знает, и я его тоже лет 20 знаю, что мы в 2012 году поправим это положение. К сожалению, сегодня, 2012 год и вообще эти 2 года, одно из самых тяжелейших времен для нашего народа, крымско-татарского народа, за все время массового проживания с 90-го года, вот эти годы. Что такое 25 тысяч? 25, миллионов. Вот есть в моем микрорайоне Фонтане готовая 9-этажная коробка. Для того, на 180 квартир, 10 тысяч квадратных метров. Я говорил уже, что... Это получается какую-то предвыборную просто агитацию, Нет. да? Я попытаюсь, зачем? давайте вот по порядку. Почему? Мы С коммунистами были с 67 года по 2005, да, вот с коммунистами. Потом ушли, хорошо, попробуем понять, что рейтинг коммунистов начал падать, во власть не шли, свою необходимость хозяйства не доказывали, вы не идеологический человек. Но когда в 2006-м вы согласились сотрудничать с тем же Сенченко, Батькивщиной здесь, вертикаль власти уже была развалена. То есть Юлия Тимошенко была отправлена в отставку в 2005-м, и вертикали власти уже, по-моему, никакой не было. И 2006 год и 2005 год, значит, начинался под флагом, значит, вы что, забыли, объединение в целом помаранчевых, оранжевых всех, президента, значит, Юлии Владимировны, Верховного Совета и так далее. Все братали, все обнимались со всеми этими делами. Тем не менее, вертикаль региона все равно и тогда была более четкой и жесткой. Нет. Ведь дело в том, что, вы понимаете, я всегда после этого написал афоризм такой, что лидер должен быть самцом, личностью. И кислород из корыта власти давать по заслугам своему ближайшему окружению, а не по принципу личной преданности. Понимаете? Подождите, а это дело в том, что... Сейчас, если секунду. самцом, то это альфа-самец, это стая, и вот он там... Сейчас, секунду. Ведь получилось так, что ближайшее окружение экс-президента Ющенко, они стали между собой разбазариваться. Вы понимаете? Вертикаль именно в этот момент рухнула. Так это еще То есть Ющенко не самец, Янукович самец. Я так Янукович понимаю? самец. Это лидер настоящий. А Ющенко не был самцом. Не был самцом. А Юлия Владимировна? Юлия Владимировна кто? Юлия Владимировна пела свою партию. Ну она кто в вашей классификации? Вы как самцу Вы пошли. понимаете, нет. Я же понимал, что будет совместная работа. Началась эта стычка со всеми этими. И когда я, значит, после операции, во-первых, 2 года не мог вообще приносить определенную какую-то работу, проводить, да,
Я это наблюдал за этой ситуацией, поэтому я пришел к выводу, что с этой оранжевой власти в Украине придет к хаосу. И если бы сегодня не вертикаль власти, которую восстановила партия регионов, вероятно, на дне пропасти была бы не Греция, а была бы Украина. По всем показателям вы должны знать, что ВВП, задолженность, значит, и ВВП было на 15% минус со всеми, а сегодня все-таки ВВП идет с плюсом. При всех тех вопросах, которые я сегодня вам говорил. Поэтому нет такого у меня, я никогда не был. То есть то, что внешний долг, кредиты МВФ, это как бы ничего, Нет, да? вы знаете, ВВП... я же вам еще раз говорю, что я ведь инженер с инженерным мышлением, у меня синий диплом. Я всегда анализирую на фактах. Вы подчеркиваете синий диплом, да? Синий диплом, нормально, не красный, а синий диплом. А бывают еще Поэтому другие, я кроме всегда красного, оперирую синего. фактами. И сегодня, если власть Украины, а я считаю, что Виктор Федорович Янукович сегодня управляет государством, если он улучшит среду обитания народа Крыма и Украины, вот то, что я называл, ведь вы мне скажите, если бы не было вертикали власти, построили бы 2 аэропорта, 4 стадионы, дороги, гостиницы и все прочее. Вы же помните УЕФА? Это все-таки... Во сколько возросли цены на стадионы, пока строились? А какой процент откатов на строительство? Это другой вопрос. Почему Нет, другой? давайте об этом Нет, тоже нет. поговорим. Вы Это мне тоже извините, вертикаль Сколько власти. бизнесов отобрано Сейчас, вообще вы этой скажите. вертикали? Ну, вы лезете в частности. А почему вы в что, частности? по-вашему, было Подождите. лучше бы, чтобы их не построить? Вот это Антон все Романович, сооружения. Антон Романович, вот есть такое Вот вы понимаете, вы же- крылатое выражение Это уже не Юлии то Мостовой говорите. из «Зеркала недели», которое называют обездоленным в этой стране называется тот бизнес, в которой власти нету доли, да? Вот тот называют обездоленным. То есть это говорит о том, что жесткий передел собственности происходит. Вот эта вертикаль Все жесткий правильно. передел. Но сегодня, тем не менее, Причем в интересах одной страна и семьи. государство не опозорилось на весь мир. Иначе бы То есть вы УЕФА считаете, оно не позорится состоялось. сейчас на весь мир? То, что творит в внешней политике наш уважаемый президент, А это что во не внешней позор на всю политике? страну? Что во внешней политике? Вы считаете, что наш уважаемый президент, его принимают те государства, где они принимали Подождите, Ющенко? Вот пресс-служба, вот заявление, что в Давосе на его ланч не придет ни один президент. Вот это уже обошло вчера интернет. Это я вам еще раз говорю. Это сегодня стал вопрос европейских руководителей по вопросу освобождения Юлии Владимировны Тимошенко. Но это никак не влияет на внешнюю политику с точки зрения, что у Януковича какие-то есть промахи. Значит, ведь его с большой помпой принимали в азиатских странах, Ой, в это том числе о многом Китае, говорит, конечно. и в Америке принимали, и в Африке, и во всех остальных делах, чего не было с прежним президентом. Я не говорю, что идет все идеально, но сегодня, вы знаете, если, давайте так, вы же улыбаетесь, если вся Европа сегодня зажимает сегодня социальные выплаты, сокращает зарплату, увольняет чиновнику, плюс с небольшим, эти же факторы сегодня работают в Украине с небольшим приростом. Иванович, Это много значит. Вы же, можно сказать, Это много можно значит. назвать, что в прошлом вы и бизнесом занимались, да? Вот были Я занимался бизнесом 4 года между двумя приходами во власть. 90-е годы и 98 году. Ну да, и тем не менее, даже когда вы были во власти, все равно у вас какие-то доли, наверное, в каких-то бизнесах сохранялись, да? Это же не противоречит, ну, как бы, иметь долю в каком-то бизнесе, да? То есть к бизнесу вы всегда были близки. Это, по-моему, к топливно-энергетическому. Я помню. Может быть, к был строительному. близок вплоть до 95-го года, когда я покончил с бизнесом, потому что, я же говорю, заболел. А когда человек не участвует в физической форме во всех этих делах 96-го года, это приводит к краху бизнеса. Поэтому можно я тогда его вопрос? продал. Вопрос мой, Да, задавайте что вопрос. когда страна... Не, вы что-то про Януковича говорите. Нет, вот и я, а поэтому это говорю, что... Говоря о бизнесе, вот Да, когда говорите, страна да. находится там по индексу на 153 месте по легкости ведения бизнеса, а та же Грузия там в десятке, да, вот мышление хотелось бы, чтобы бизнесмена включилось. Это успешная страна, да? Это не успешная успешно. политика? Но я вам говорю... И политика это успешная, Если говорить- к которой вы имеете отношение? Сейчас, секунду. Если говорить в целом о рейтинге, да, и в целом, допустим, о коррупции во всех, это, к сожалению,
все 20 лет присутствует в незалежной Украине. Но я должен сказать, за вот эти 1,5 года прокуратура определенный порядок в Крыму навела. Она многое вернула те жемчужные земли, которые самопально были розданы прежней властью, вы это должны знать. Многих взяла за задницу, посадила за решетку, и многих, как говорится, предупреждает и сегодня. Это сотни этих дел. Такого за 21 год жизни в Крыму я не наблюдал. Давайте, если объективно говорить. Если мы хотим говорить об искоренении, ни в коем случае. Но сегодня это по этой проблеме ведется. Скажите, Валентин Романович, а вот за все годы ваши, будучи во власти, в общественной политике, вы видели, чтобы в угоду одной семьи отрезали 8, даже почти 9 тысяч гектаров крымской драгоценной земли? Вы знаете... Ну, вы понимаете, о чем мы говорим, да? Я знаю. А я, если вы хотите знать, я не голосовал по этому вопросу. Все 3 раза не голосовали, да? 3-й раз тоже ваш вопрос. Не голосовал, воздержался. Об этом можете спросить рядом сидящего со мной Эдипа Саидовича Гафарова. Так, значит, он говорит, а что? Я говорю, Эдип Саидович, ты сегодня чиновник, а мне терять нечего. Я не буду голосовать. А почему не против? Почему воздержались? А потому что я себя уважаю, Хазум. Понимаете, я не хочу быть политической дешевкой в глазах общества. Я вам уже говорил, что я сегодня хожу один, когда надо, с товарищами, и я могу беседовать, и ко мне подходят все жители Крыма, вне зависимости от национальности, вероисповедания, и никто еще матом меня никто никогда не посылал за 21 год. Это для меня очень важно. Поэтому я не считаю себя политической дешевкой, как многих других. Вы меня понимаете, да? Вот. У вас однажды были амбиции стать мэром Симферополя. Да. И вы выдвинулись в 2002 году. Вы могли бы быть реальным конкурентом Ермаку тогда, да? Очень хороший вопрос. Вот. И почему вы сняли тогда? Я вам сейчас скажу. За месяц-полтора Леонид Иванович говорит, значит, давай выдвигайся параллельно на мэра. Я провел около 50 сборов в течение месяца. У меня от 100 до 400 человек присутствовали, особенно на промышленных предприятиях, со всеми. За 3-4 дня до выборов он говорит, Леонид Романович, все равно мы побеждаем, ты идешь на первую зампреду уже 2-м сроком, снимай кандидатуру, чтобы этот. Я говорю, хорошо. Чтобы что? Чтобы ты шел на Совмина. Мы побеждаем. Но, к сожалению, в 2002 году мы не победили, потому что, прежде всего, между Леонидом Ивановичем Грачем и Леонидом Даниловичем Кучмой пробежала кочка и нашла коса на камень. И было сделано все, чтобы мы не прошли тот период в этом. И я остался депутатом Верховного Совета. А так мы проходили это полностью. Абсолютно бескорыстное снятие было? Абсолютно бескорыстное. С моей стороны было Вы абсолютно не жалеете об бескорыстное. этом? А со стороны Леонида Ивановича? Я не могу сказать, потому что я баллотировался все время, все равно. Я в ранге был первого вице-премьера республики, и я знал, что я им останусь. Вы не жалеете сегодня о том своем шаге? О том, Ничего что сняли не жалею, кандидатуру? потому что мы были с ним 2 соратника. И я вам должен сказать с большим удовольствием, что он умеет выслушивать таких, как я. И он меня по хозяйственным вопросам всегда выслушал, потому что он знал, что я хозяйственник. Он был главным идеологом этого вопроса. И я вам должен сказать, мы как раз за вот этот вот срок, вы помните вот этот вот гадюшник аэропорта, мы сумели провести реконструкцию. Это действующие аэропорта наши. Мы провели реконструкцию железнодорожного вокзала. Мы построили в течение года Крымавтогаз. И не наша вина, когда там в Нижнем Новгороде пришли к власти бандюги вместо советского президента завода Горького. Они начали просить... То есть мы сделали вот этот центр в то время. Поэтому, знаете, мы единственные... Но вы же сегодня не живете заслугами прошлого, вы сегодня публичный вы задаете вопрос. Действующий. Поэтому я и говорю, что Крымавтогаз, он не казался изначально авантюрой? Вот, нет, когда... нет. Дело в том, что... Почему? Завод должен был работать на поставке агрегатов и узлов
из Нижнего Новгорода, потому что не подвергается таможне в этом плане. Здесь собиралось. Мне как-то депутат Святош, который тоже занимается этим же видом бизнеса, он, по-моему, перебрал на себя тогда все активы и Крымавтогаза, если я не ошибаюсь. Он сказал, что логистически даже неправильно было размещать это в Крыму. Знаете, до этого почему-то эта фирма прекрасно работала, Лазарев Анатолий Иванович, он с нуля начал, с вагончика, я же свидетель, зачем мне эти депутаты Святоши, уважаемые, я хозяйственник, люди работали в 3 смены, Святош тоже. даже в январе праздник, даже 1 мая, даже 7 ноября люди работали, и когда приехал президент Детройтской компании автомобильной, он мне говорит, товарищ Безазиев, у Так и президента- говорит товарищ Безазиев. ну, господин Безазиев, я так это. Говорит так. Свидетель Анатолий Иванович Лазарев и его водитель. Значит, едем с ним на обед. Он говорит, господин Безазиев, у президента Америки есть большие собаки, как называется в переводе на английский язык, доги, как биг-боги, типа вас, говорит. Так, он был на планерке там. Я, говорит, поверил. Он назвал вас Биг Бог, большой собакой. большой собакой вас Или назвал? убийцы проблем вокруг, который решает те конкретные направления. Этого мне Кстати, надо. сам Лазарев в то время тоже не ездил на «Газели», а ездил на какой-то... Он ездил на «Волге», но у него он меня подвозил у как-то... него была, будем говорить, машина выездная для гостей. И вот мы в этой гостевой машине типа «Чайки». А вы сами на какой машине ездите? Я езжу сейчас на «Тойоте». Да. Ну вот, а на газ вы сели, на «Газель»? Я ездил всю жизнь На «Газели»? на «Волге». Это одна из лучших машин советского производства. Единственное, Но что вы ездили было потому, что были чиновники, у вас был водитель, И других тогда служебная не было. «Волга», В советское других время не было. других других не было, и я Вы очень как только ценю появилась возможность, «Волгу». сели на «Тойоту». Но я начинал, значит, с 11-го трамвая, потом «Москвич 407», потом «Москвич 412», когда у других руководителей еще не было, а мне уже Антон Романович, давайте это- поговорим о Нет, ну вы же настоящем и в каких будущем. машинах? Я вот вам отвечаю. Я прошел, значит, ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-29. Хотели Это производить прекрасные здесь машины. «Газели», но ездить на «Тойоте». Нет. Нет, зачем? Антон Романович, Поэтому скажите, я, может быть, да. вы будете принимать участие в выборах в Верховную Раду Украины? Вот тут такой вопрос. Значит, я буду в субботу докладывать на конференции по созданию Национального фронта Вы тоже там, да? крымско-татарского народа. Хотите, приезжайте. Я там все это обосную. Я поставил перед Новым годом в беседе, которая прошла очень толерантно, профессионально, с представителем президента Виктор Плакидой, очень долго я поставил 4 вопроса, чтобы... И я ему сказал, это не мои хотелки, а чаяния и требования нашего крымско-татарского народа. Первое, я ему сказал, что уже будет 68-я годовщина 18 мая трагедии нашего народа, депортации. До сих пор неоднократные сроки выхода о реабилитации депортированных закон не Что вышел. может платить? Сейчас, секунду, сейчас. Это представитель президента. У нас с ним беседа Дайте вопрос идет. на чье? Он Пойдете пригласил. осенью Сейчас, на выборы, пойдете? Сейчас, я же вам почему говорю? А у нас мало времени. Я у нас остается 5 минут. я поставил свои вопросы от имени народа. Второй вопрос. Значит, я сказал, 25 миллионов уберите, чтобы не говорили, что ведется обустройство. Если будет хотя бы до 100 миллионов, доведите. Третий вопрос. Функционирование крымско-татарского языка наравне с украинским и русским. Я не это. Вы считаете, И эти четвертый вопросы вопрос. решает И Плакида? сейчас я отвечу. Вот представитель президента. И четвертый вопрос. Снять с работы председателя Рескомнадзора и поставить чиновника более подготовленного в политическом, профессиональном плане, потому что ему большая часть народа не доверяет. И то, что в прошлом году и в этом году 23-25 миллионов выдало государство, Да, это его вина. предвыборная программа. Поэтому- я поняла. предвыборная программа Да. у вас Да, там произошла. вам надо назначить Поэтому я норму. сказал, если эти вопросы власть не будет решать, значит, крымско-татарский народ будет Понятно. принимать решение, на выборы участвовать или не участвовать. это означает, При что- решении этих вопросов. Антон Романович, еще один. Идете на выборы. При решении этих вопросов. Ну.
При решении вот 4 Если не будут поставленных. решены, вы не пойдете на Если не выборы. будут решены, я не пойду на выборы. Ну, я тогда могу вам Подожди, с кого вы большой уверенностью сказать, что на выборы вы не пойдете, получается. Я не пойду. Вопросы не будут Потому решены. что вопрос стоит сегодня, или партия регионов сохранит вертикальную власть в стране на одной чаше весов, и на второй чаше весов, значит, 4 совсем небольших вопроса для государства, но 200 тысяч человек, крымских татар, могут не пойти на выборы. Пусть власть решает. Кого мы этим Вот. напугаем? Опять-таки, Мы- говоря от одну имени минуточку. 200 тысяч Мы крымских должны, татар. избиратели, я имею в виду, это я имею в виду крымских татарских избирателей, потому что Как вы народ... можете отвечать сегодня за всех избирателей крымских татар? И тем более говорить об этом А я с потому что представителем знаю президента. срез, я же не для того сижу депутатом. Ко мне звонят со всего Крыма, и я то, что сегодня сказал, я назвал. Это требования нашего народа. Вы знаете, я их озвучу в субботу на этой конференции. Это я знаю, это Антон вы можете не Романович, такой знать. вопрос. Вот некоторые представители тех сил, вот, с которыми вы объединились сегодня, они же ведь несколько лет назад были вашими оппонентами. Кто оппонент был? Но они, по крайней мере, вас активно критиковали, ваши действия. Кто именно критик? С кем я объединился? Ну, говорите конкретно. С кем? Ну, вот, например, да, я помню, читала статью в журнале «Остров Крым». Подождите, Владимир Романович телефон забыл выключить. Ай, забыл выключить. Вот что называется прямой эфир, да, все в эфир. Послушаем замечательную музыку. Спасибо, Лентон Тот же Василий Романович. Абдраимов, по-моему, о вас писал Да. статью «Ступни». «Ступни слона» она называлась, где он Теперь очень вы вместе жестко с ним критиковал вас. и в Совете представителей крымско-татарского народа, и вместе объединяетесь в один национальный фронт. Ну, ноготь это нажми вот сюда. А вы знаете, совершенно верно. Потрясающе В Национальном совете из 19 человек, значит, 8 человек это из Меджлиса, 11 человек, значит, представители различных общественных и политических организаций. У нас общая цель сегодня – это судьба нашего народа. Поэтому тот же Васфий Энаныч пришел с рядом товарищей в прошлом году в мае ко мне и сказал: Лентон Романович, у нас 58% есть кворум, мы хотим, чтобы мы провели совещание 11 членов Национального совета. Согласно устава, мы должны избрать руководящие органы и выйти на президента. Так и поступили. А вам И не мы кажется, сегодня... что это раскол, которому вы активно способствуете? Какой раскол? Вы понимаете, Раскол ведь в народе. вы посмотрите шаг дальнейший. Вы же не хотите слушать. Я вкратце говорю. У нас мало времени. Мустафа... ну вы задаете вопрос, я отвечаю. Вы себя хотите слушать только. Мустафа Джемилев в ответ на это говорит президенту: только 33 человека, все члены Меджлиса, должны быть членами Национального совета. А я в ответ отвечаю: если 5% сегодня присутствует от Меджлиса в Верховном Совете, то какой можешь иметь право говорить, что ты от народа сегодня? В таких случаях немцы говорят: сколько денег, столько пива. Во-первых, всего 5%. Во-вторых, 360 миллионов за прошедшую пятилетку было выделено из госбюджета и из бюджета автономии. Что за эффективность этих 360 миллионов? Всего сдано за пятилетку 39 тысяч квадратных метров жилья. Когда в 90-х мы сдавали по 50 тысяч ежегодно, ни одной школы из 4, ни одного ФАПа из 3, 2,5 километра из 37 плановых и ни одного детского сада. Ничего не сделано, Вот всё плохо. эффективность работы 33 членов Национального совета. Но ведь смотрите, Вы понимаете, о если чем мы разговор сегодня идет? говорим о том, что А есть... зрителям я напоминаю, что в программе, в эфире нашего канала была программа «Музбузлар». Нашим сегодняшним гостем был Лентон Романович Безазиевый. Замечательная музыка. Да, и несколько новостей от Лентона Романовича. После программы, позволите? Во-первых, мы узнали, что он тоже входит в состав оппозиции из 14 общественных организаций, которая объединилась в Национальный фронт. Все-таки И- Лентон Романович будет принимать участие в выборах парламентских. Если пойдут на 4 его вопроса, с Не регионалами... моих вопросов. А если выполнит требования депортированных И Крыма. с регионами Украины он еще не распрощался до конца, да, я так понимаю? Я сегодня, значит, в той фазе, когда жду выполнения обещанных тех переговорных моментов с руководством Верховного Совета, которые я вам передал сегодня.
Чохсагулмас. Спасибо за разговор. Чох Сау болыңыз. До следующей среды. Пока.